собрались артисты, преподаватели, все духовики, учащиеся и преподаватели не только Высшей школы музыки, но и детские школы номер 1, номер 2 города Якутска. Мы, конечно, старались пригласить из ближайших районов, но, сами понимаете, время такое весной. Может, кто-то и приехал, да? Из музыкального колледжа Аял Анатольевич был, да? Так у нас постоянно действующих 3 духовых оркестра, вот руководители их, в общем-то, все здесь, да? Поэтому как актив духового общества Якутии, они здесь. Передаю микрофон Михаилу Аркадьевичу. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. Для меня большая радость и честь быть сегодня здесь, в Якутске, и увидеться с вами. Я приветствую наших молодых музыкантов и вас, уважаемые коллеги-профессионалы, будущие профессионалы и педагоги. Здорово, мы встречаемся во многих регионах нашей страны. Вот, знаете, мне кажется, во всех частях нашей большой страны встречи наши происходили. Я рассказываю о том, что происходит в стране, в обществе, в духовном обществе, ну и вообще, что происходит с духовиками, с духовенством в нашей большой стране. Я хотел бы сказать, сейчас, есть там у нас там что-нибудь? Сейчас будет, да. А чуть-чуть можете прибавить микрофон? Да, спасибо большое. Дорогие друзья, в 2016 году, я просто краткую историю, было организовано в России духовое общество. По аналогии с обществом хоровых. Хоровики объединили еще до революции в нашей стране. А потом, в 2016 году, заместитель председателя правительства России Ольга Юрьевна Голодец и главный военный дирижер нашей страны Валерий Михайлович Халилов придумали, что духовики должны объединиться. В общем, это было такое революционное решение, и в 2016 году в октябре была создана ассоциация исполнителей духовых и ударных инструментов, духовое общество. В общем, почти год мы работали с Валерием Михайловичем над концепцией, над созданием общества. И в 2016 году, в октябре, прошло учредительное собрание. Знаете, как оно происходило? Ольга Юрьевна Голодец, заместитель председателя правительства, вызвала всех вице-губернаторов, всех 85 на тот момент российских регионов, и вице-губернаторы приехали своим одним главным духовиком из региона. В общем, все регионы были представлены, и была поставлена задача, духовиков любить как мать родную. Да, значит, любить духовиков, во всем помогать, развивать духовое дело, потому что духовое дело – это одно из главных дел в нашей стране, государственное дело. Вот так была поставлена вот такая задача. Дальше пойдем. Вот, к сожалению, в 2016 году произошла страшная трагедия, где в самолете погибли, вы знаете, Александр Александрович, замечательных людей. В том числе в этом самолете оказался Валерий Михайлович Халилов, наш президент, и композитор, дирижер, в общем, человек, который благодаря ему, в общем, всех собрал. С 2017 года по поручению правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации я возглавил духовое общество. Ну и вот я вам какие-то такие даю цифры, что произошло. 78 регионов нашей страны уже охвачены духовым движением. Такое-то количество музыкантов, столько мы работаем, не только работаем офлайн, мы работаем и онлайн режимах, и наши всевозможные есть фестивали. Сейчас я покажу дальше. Вот какие проводим мы фестивали по всей стране. Это, конечно, с 2017 года мы проводим фестивали в Артеке, в Океане, в Смене, в Орленке, в наших самых главных детских федеральных центрах. Мы привлекаем серьезные инвестиции. Кто думает, что духовики, в общем-то, такая, вот денег,
Разбудите девушку-то, пожалуйста. Разбудите, да. Вот, смотрите. Что устала? Что ты смотришь? А? Устал. Музыку пишет, понял? Я знаю таких. Вот. Что важно? Важно то, что мы представляем наши фестивали. Это не только у нас есть внутри, и мастер-классы, и всякие наши творческие лаборатории, но важно для того, каждый наш фестиваль выходит всегда на городские площади и улицы. Мы всегда это делаем для людей. Вообще духовая музыка – это наверное, самый демократичный жанр. И, в общем-то, все, что мы делаем для того, чтобы люди порадовались. Вот так мы работаем с и органами исполнительной власти наших регионов. В России мы принимаем участие в самых крупных российских празднествах, фестивалях. Это, вот, кстати, межрегиональный фестиваль «Фанфары земли Аланхор». Видите, у нас в республике Саха-Якутия, в общем, мы все, в общем-то, много что знаем, что происходит. Вот взаимодействуем с профессиональным сообществом, ассоциацией, мы работаем с губернаторами, с правительствами региональными, мы работаем с Государственной Думой, мы работаем с правительством Российской Федерации. Я являюсь членом Общественной палаты Российской Федерации, именно как президент духового общества. И тоже мы там продвигаем какие-то такие вещи. Мы занимаемся не только духовным обществом, мы занимаемся вообще образовательными проблемами. Мы занимаемся сегодня все вместе, поставленной задачей в течение 2 лет вернуться к системе образования, которая была раньше, чтобы нам отойти от Болонской системы. В общем, мы тоже и этим вопросами занимаемся, встречаемся и так далее. Вот наш проект, который был в 2022 году, «Время летит быстро», Петровские музыкальные ассамблеи, где почти 8 тысяч километров мы проехали по всей стране и рассказывали о деяниях Петра, и как Петр I являлся основателем профессиональной музыки в нашей стране. Вот посмотрите, какие цифры, как мы работаем со СМИ. Со СМИ мы работаем, это очень важно, я все время на этом акцентирую свое внимание, что муниципальным оркестром говорю так, что если дети, главы администрации не играют в вашем оркестре, вы плохо работаете. Да. Потому что проблем много, задач много, можно помочь с инструментами, с костюмами, с выступлениями. Никто не знает, что есть оркестр. Она говорит, ну как же, ну мы же вот так, никто не знает. Спросите в подъезде, знаете ли, что вы играете, что у вас есть оркестр, посмотрите, да. Надо, чтобы все знали. Что когда вы шли по улице, это вот тот самый музыкант из духового оркестра, да? Поэтому есть сегодня прекрасные инструменты, такие как социальные сети, у оркестра, и у руководителей, и музыкантов. Сегодня мы выучили одно произведение, второе, третье, пятое, 25-е. В общем, об этом нужно рассказывать. Мы проводим первый в нашей стране, мы проводим 2-й раз конкурс профессионального мастерства среди педагогов ДМШ и средних специальных учебных заведений страны. Мы проводим профессиональный конкурс. Я вам расскажу маленькую историю. Когда мы стали в прошлом году проводить конкурс среди педагогов музыкальных школ, и когда мы подавали на президентский фонд культуры и инициатив, меня спросили, ну сколько, какая цифра? В общем, я могу сказать. И Андрею Юрьевичу сказать. Я говорю, ну у нас все равно человек 300 педагогов найдем. Они сколько? 300? И за мной взяли 300. А когда мы стали заявки собирать во всей стране, выяснилось, что у нас молодых педагогов музыкальных школ страны в возрасте до 40 лет нашлось 64 человека. На всю страну. Не 164, а 64. Слышно меня хорошо? Да, 64. 64 человека на всю страну. Это было ужас, это была тревога такая, и мы поняли, что мы конкурс такой не проведем. Потом была проведена определенная работа посредством общения по телефону, по мобильному с министрами культуры региона. Прямо напрямую. Ну, я позвонил там 40 или 50 министрам культуры. Я выступаю перед министром культуры, есть такой координационный совет, когда в таком зале собираются все министры культуры региона. Координационный совет при Министерстве культуры Российской Федерации. И сам прошу, иногда приглашать, иногда сам говорю. Пришло время поговорить. Министром культуры говорю,
у вас очень важный вопрос. Сохранить культуру наследия, библиотеки, музеи, образование, все. Но самое главное – это духовики. Я им говорю, вот духовики – это, в общем, важнее всего на свете. Да, и все время я им вот это рассказываю. Когда они меня видят, они все улыбаются и говорят, знаем, что духовики – это самое главное. И я им рассказываю, какими там вещами мы занимаемся. Звоню в Министерство культуры, мы набрали 30 человек, путем неимоверных усилий. Значит, мы смогли провести один конкурс, мы провели второй конкурс профессионального мастерства духовиков в этом году. Мы добавили джазовых исполнителей, мы добавили такие номинации, как инструментовка, аранжировка, ну и так далее. Джазовый ансамбль. В общем, мы это делаем вместе с Игорем Михайловичем Бутманом, с Академией джаза. И, в общем-то, это же самые духовики, одни и те же. Все это одно и то же. Поэтому мы занимаемся серьезным образовательным проектом. Давайте ролик покажем. Первый. Давайте. И звук включите, пожалуйста.